Запретить использование полиэтиленовых пакетов в стране предлагают не первый год. Инициатива с периодичностью поднимается на уровне правительства. Около 4 лет назад депутаты предлагали ограничить и производство, и даже импорт целлофановых пакетов. А на столичном мусорном полигоне для этих целей должен был даже появиться специальный мусоросортировочный завод. В качестве альтернативы нардепы даже предлагали использовать и бумажные пакеты, и тряпичные сумки, а привычные полиэтиленовые пакеты в супермаркетах сделать платными – 1 сом за штуку. Однако платными в некоторых торговых центрах пакеты так и остались, а экологически безопасные в стране почему-то не прижились. Существует в некоторых странах Европы экологический налог на пластиковую упаковку, и который потом возвращается после покупок. То есть, например, это очень выгодно с той точки зрения, что нет никаких запретов, но люди понимают, что намного выгоднее без упаковки покупать, да, или использовать при этом альтернативу. Выходом может стать вторичная переработка, да. Например, у нас есть Агропром, который принимает пластиковые пакеты на утилизацию, на переработку. То есть после этого можно делать из пакетов различные вещи, такие как горшки для цветов, тазики и так далее, да? То есть из пластика в том числе. Накануне с предложением ограничить доступ потребителей к маленьким целлофановым пакетам выступил директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов. Инициативу чиновник объясняет просто: полиэтилен не перерабатывается, а урон окружающей среде наносит колоссальный. Мы в обязательном порядке, согласно регламенту, проведем анализ регуляторного воздействия на предпринимательскую деятельность, потому что это в обязательном порядке коснется определенных предпринимателей, которые занимаются в этом направлении. Вот. Мы обязательно проведем встречи с ними, и мы расскажем им, насколько вред приносит именно это выпуск этих целлофановых пакетов. Вот. Мы обязательно будем искать их легальных и нелегальных тоже. Вот, потому что есть и легальное производство, может быть, и теневое производство. Мы об этом тоже позаботимся, будем искать. Мы их обязательно, я думаю, найдем. Проект ведомства, которое отвечает за охрану окружающей среды, уже отправили на согласование в правительство. В очередной раз парламентариям предстоит расставить приоритеты и определить, что важнее – состояние экологии в стране или же коммерческий интерес производителей целлофановых мешков. Сабина Дамаскина, Эрлан Кемельбеков, НТС.